Уйгуры, живущие в Казахстане, как и уйгуры в других соседних странах, в этом году с большим энтузиазмом отпраздновали Навруз. В Казахстане, где проживает самое большое количество уйгуров после Восточного Туркестана, уйгурские общины, проживающие в Алматы и южных регионах страны, провели различные празднования вместе с другими этническими группами с 21 по 23 марта. В этом году в Казахстане мероприятия в рамках Навруза проходили 10 дней с 14 по 23 марта, и каждому дню была посвящена особая тема. Госпожа Нуржамал Гасанова, руководитель уйгурского этнокультурного центра ЕМЕК Казахского района Алматинской области, подчеркнула, что Навруз – это важный праздник, который может вдохновить будущие поколения, усилить патриотические чувства и укрепить культурные связи. 23 марта 2024 года в Османском свадебном зале в Стамбульском районе Küçükçekмедже состоялось мероприятие встречи ифтара Восточно-Туркестанского братства. Международный союз НПО Восточного Туркестана собрал диаспору Восточного Туркестана на традиционную встречу ифтар в Стамбуле. На ифтаре, организованном под руководством Международного союза НПО Восточного Туркестана, присутствовали тысячи граждан, религиозные ученые, представители интеллигенции, лидеры общественного мнения, а также Сулейман Сойлу, бывший министр внутренних дел и главный советник президента Ахмед Селим Киролглу, кандидат в мэры Стамбула от хорошей партии Бугра Кавунчу и руководители мировых турецких НПО. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле въехал в автобус с китайскими рабочими, убив по меньшей мере 5 человек, включая водителя-пакистанца, сообщила пакистанская полиция. Нападение, совершенное 26 марта в провинции Хайбер-Пахтунхва, стало последним в серии нападений на китайских рабочих, занятых в крупных инфраструктурных проектах, финансируемых китайским правительством. 5 убитых китайцев были инженерами, работавшими на крупном гидроэнергетическом проекте в Дасу, который строит компания China Gizjuba Group Company. В июле 2021 года в результате взрыва бомбы, заложенной в автобусе, перевозившем китайских рабочих на плотину в Дасу, погибли 9 граждан Китая и 4 пакистанцев, еще 21 человек получил ранения. США и Великобритания объявили о введении санкций против хакеров, поддерживаемых шпионскими агентствами китайского правительства. Правительство США обвиняет злоумышленников в атаках на политиков, журналистов и бизнес. 2 человека и подставная компания, связанные с группой кибершпионажа ART-31 Министерства государственной безопасности Китая, также попали под санкции Великобритании. Китай в своем заявлении сообщил, что примет меры против санкций и призвал обе страны прекратить вмешивать в вопросы безопасности в политику. Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на основании того, что субсидии отечественным производителям электромобилей для борьбы с изменением климата, предусмотренные законом США о снижении инфляции 2022 года, нарушают правила конкуренции. В заявлении Министерства коммерции Китая говорится, что в то время как отечественные производители получают поддержку в виде субсидий в соответствии с законом, исключение импортной продукции из Китая и других стран-членов ВТО из рынка представляет собой недобросовестную конкуренцию. Сообщается, что некоторые руководители американских компаний, находившиеся в Пекине на саммите, организованном в Китае, решили продлить свой визит по борьбе представителей КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что китайский лидер проведет переговоры с руководителями ведущих американских компаний. Руководители многих компаний от Pfizer до FedEx приехали в Пекин на китайский форум развития, саммит которого завершился в понедельник. Генеральный директор Apple Тим Кук был одним из самых известных лиц, присутствовавших и выступавших на саммите в Пекине. Источники также сообщили, что премьер-министр Ли Чанг встретился на саммите с генеральным директором ЧАП Эваном Гринбергом и генеральным директором Сауди Арамко Амином Насером.